Шоу в 3D-формате, классика в современном и национальном прочтении. Руководители театров республики рассказали сегодня журналистам о творческих планах своих коллективов. Подробнее Ольга Коллегова. После длительной самоизоляции артисты театров, что называется, готовы выскочить на сцену. 5 месяцев не встречались со своим зрителем. Поэтому было время на поиск новых тем и свежих образов. В новом театральном сезоне, обещают руководители театров, гостей ожидает с десяток разножанровых премьер. Уже в ближайшее воскресенье свой первый сезон откроет молодежный театр республики. Своей сцены пока нет, поэтому зрители ждут в театре драмы имени Савина. Молодые артисты представят комедию по пьесе Гоголя «Игроки». На пороге открытия 91-го сезона и сам академический театр драмы. 30 сентября публику ожидает «Гроза» по пьесе Островского. А через месяц еще одна премьера «Берега» – пьеса Любови Терентьевой. Этот спектакль посвящен Дню Победы, но и самое главное, этот спектакль посвящен нашему знаменитому земляку, герою Советского Союза Николаю Васильевичу Оплеснину. У нас поездка в Псков, Великий Новгород и в город Чудово. А вы помните, это исторические места, это там, где воевал Николай Васильевич Оплеснин и где он погиб. И, конечно же, этот спектакль мы планируем туда специально повести. Национальный музыкально-драматический театр свой сезон начинает с премьеры – комедии «Бабье лето». Этим спектаклем театр открывает фестиваль национальной драматургии «Асковья театр», посвященный 70-летию коми-драматурга Алексея Попова. Фестиваль продлится дольше месяца, и, как обещает главный режиссер, будут представлены уже полюбившиеся публике комедии. Спектакли покажут не только на Сыктывкарской сцене, но и в районах. Большая программа готовится к столетию республики. Филармония задумала грандиозное театрализованное шоу «Ожившая сказка Коми». Артисты и зрители будут практически в одном пространстве. Такого, по словам художественного руководителя ансамбля «Ас Якыа», публика еще не видела. Это единый сюжет объединит природу республики, ее просторы, обряды и национальные праздники, традиции. Самое интересное, специально для этого шоу будет расширена сцена филармонии. Она будет выдвинута вперед к зрительному залу. И его пространство объединит одно единое решение, художественно-техническое, при помощи 3D. Творческие находки театров увидят не только жители Коми. Их оценят зрители в 30 регионах. К столетию республики запланированы большие гастроли. На карте Мурманск, Грозный, Майкоп. Первым в гастрольный тур отправится Национальный музыкально-драматический театр. В Йошкар-Оле на международном фестивале актеры представят «Левшу». Ольга Коллегова, Константин Стратенко. Вести.